Здравствуйте! Вот закончился один из дней разведочных археологических раскопок, исследовательских работ разведочных на сквере «Память поколения» города Якутска. Напомню, это сквер «Память поколения», Новгородский погост. Здесь происходит археологическая разведка для создания сквера «Память поколения», точнее благоустройства. И вот сегодня еще из дней закончился, и об его результатах рассказывает Яжелнин Олег Леонидович, журналист и руководитель раскопок Екатерина Алексеевна Строгова. Сейчас, кстати говоря, сразу напротив этих раскопок происходят тоже знаменательные вещи. Посмотрите. Видите? Это пролаживают газ, чтобы вы понимали, в рамках программы подключения населения к газу. А вот этот участок, еще раз хотел напомнить, что в раскопках участвуют специалисты исторического парка «Россия. Моя история». Сделано 2 шурфа, и о результатах сейчас они прикрыты в связи с тем, что потом будет, так скажем, коллегиальное решение, по каким параметрам и так далее, какие будут дальнейшие исследования. Екатерина Алексеевна, можно подойти? Добрый вечер. Добрый день. Ну вот, очередной день, да, закончен, да, я смотрю, вы улыбаетесь, наверное, что-то для вас и для разведки, что-то уже немного, какие-то результаты есть? Ну, конечно, результаты есть, не для того мы здесь находимся, чтобы их не было. Сегодня у нас достаточно удачный день, наконец-то нам удалось выявить вот в наших разведочных шурфах выявить искомые погребения. То есть мы теперь с уверенностью можем сказать, что наш старинный надгробный камень, он лежал не на пустом месте, а под ним действительно находится погребение. И в другом шурфе у нас тоже появилось погребение. Вот мы должны решить, будем ли мы их исследовать или просто законсервировать на будущее. Но, скорее всего, наверное, все-таки мы подвергнем исследованию оба в первом шурфе и во втором. А какие-то особенности есть? Вот мне как бы наших коллег, вот сотрудников из парка, они говорят о том, что захоронения как бы они разные, и погребение находится на, как сказать, глубоко, да, а здесь пришлось, да, достаточно. Да, почти 2 метра от дневной поверхности оказалось. Но на самом деле это связано и с хронологическими, и с культурными особенностями этих погребений. Обычно не глубоко находятся ранние якутские погребения, вообще вот погребения, ну и погребения количественных народов, они обычно бывают совсем недалеко, не глубоко. Не глубокие, бывают древние погребения каменного века, например. Вот. А здесь у нас христианские погребения, которые находятся на достаточно большой глубине. Вообще изначально, в общем-то, глубина погребений в христианстве тоже никак не регулировалась. Однако со времен Елизаветы Петровны был издан указ, который требовал из гигиенических соображений хоронить усопших на глубине порядка 2 метров. И с тех пор вот это положение, оно у нас работает до сих пор. Ну, мы пока для зрителей ничего не раскрываем, потому что есть определенные правила ведения разведки. Не все это должно быть известно. И поэтому я еще раз хочу сказать, вот эти шурфы, просьба одна, пока не мешать. И не надо сюда приводить любопытных
Вас мы обязательно обо всем расскажем, все покажем. Просто в данной ситуации, до окончания исследования, так скажем, до окончания исследования, просто просьба не мешать, потому что любое вмешательство постороннее, оно потом очень затянет все эти действия, и сквер может затянуться, создание здесь сквера, и работы тоже. Спасибо за внимание, до скорой встречи.